Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Ура, товарищи! Уважаемые товарищи, сегодня, в канун очередной годовщины Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, Якутский городской комитет проводит митинг на площади Победы. После митинга мы направимся в наш также традиционный ежегодный автопробег по городу Якутску. Наша страна находится в тяжелых, серьезных условиях. Конечно, в этих условиях, как никогда, российскому обществу нужно согласие, стабильность и единство. Но, к сожалению, власти на местах выходят с такими инициативами, которые раскалывают наше общество. Мы все являемся свидетелями того, что власти выйдут с инициативой разделить и перенимать часть площади Ленина с площади Крестильников. Мы уже об этом неоднократно говорили и выступали. И мы продолжим говорить о том, что нельзя допустить переименования площади Ленина. Буквально 2 дня назад состоялась комиссия городской думы по градостроительству, которая, к сожалению, одобрила это решение, и оно будет вынесено на заседание Якутской городской думы, которое состоится 26 февраля. И мы сегодня обязательно в резолюции нашего митинга отметим этот момент, что мы категорически и решительно против. Митинг, посвященный годовщине Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, разрешите читать открытым. Ура! Слово предоставляется второму секретарю Республиканского комитета партии Вячеславу Семеновичу Кличкину. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, от имени Центрального комитета Конфедерации Федерации, от имени Якутской Республики КПРФ, разрешите поздравить 27-й годовщиной создания Советской Армии и Военно-Морского Флота. Уважаемые товарищи, в этот солнечный день на площади Победы, отмечая 107-ю годовщину Советской Армии и Военно-Морского Флота, мы помним тех, которые стояли и защищали нашу Родину. Мы помним стиль того человека, который создал эту красоту, Владимир Ленин, который наедине 17 года сказал, что мы глаз взяли, и этот глаз надо удержать. А для этого нужна наша работа с христианской православной. И он этого отрисовка, и эта армия никому не покорилась. Только в 91 году, только в результате коварного предательства наш Советский Союз был разрушен. Красная армия честно выполнила долг перед своей Родиной. Она защитила его в лихие гражданские годы и годы Великой Отечественной войны. Она стала защитой своей Родины, и она это выполнила. Уважаемые товарищи, в эти дни у нас тоже объявлена война против нашей Родины, против России. Задача тех, которые развязали эту войну, это расчленить нашу Россию, раздербанить по-простому и создать маленькие государства, которые будут подчиняться этой золотому миллиарду. Для того, чтобы это не допустить, наша армия, уже нынешняя армия, тоже стала защитой. И только благодаря Коммунистической партии, лично нашему лидеру Геннадию Зюганову, все за эти 300 лет шла борьба за защиту нашей армии. За эти 300 лет даже сейчас власть приходится признавать о том, что 300 лет разрушалась наша Родина. Разрушалось образование, культура и армия. И они сейчас это сами человек кругу, проводя целые мероприятия, об этом говорят. И только благодаря нашей партии, который всегда заявлял, что она защищает эту армию, нашу армию. И благодаря нашей партии в свое время, лет 10 назад, мы пустили мир
И благодаря Коммунистической партии Украины, на чистоту, хочу сказать, что наши товарищи не пустили НАТО в Севастополь, не пустили НАТО в Ульяновск, город Ульяновск. Поэтому наша борьба продолжается. Мы, конечно, понимаем, что борьба трудная, несправедливая, но нам надо сплотиться вокруг нашей партии и продолжить, и победить в этой борьбе. Иначе никак нельзя. Onun bu tügünle yakabıdı bu tügü kıdağına duruyor tasına üleni onunla bilgi köyümüz kinikiltiye dendireli. Onun ulu Lenin'e uruy, aykal, ulu Stalin'e uruy, aykal, ulu Sovyetская армия uruy, aykal, aykal, aykal. Мақтал товарищ. Спасибо, Вячеслав Семенович. Слово передается Иннокентию Ивановичу Романову, секретарю Республиканского комитета по идеологии. Пожалуйста, Иннокентий Иванович. Дорогие товарищи, сегодня, в день 107-й годовщины Красной Армии и Военно-Морского флота, я не зря говорю Красной Армии, потому что действительно этот праздник появился в 18 году, когда молодая Красная Армия действительно дала отпор немецким захватчикам. Действительно, вот Вячеслав Семенович правильно сказал, у Ленина есть выражение: только та революция чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться. А защищаться без армии в то время было невозможно. Поэтому мы должны чтить героев гражданской войны, которые воевали не только с белогвардейцами, но и с иностранными интервентами. Далее, вы знаете, Ленин предупреждал, что они не оставят нас в покое. И вообще у него есть выражение: пока существует империализм, войны неизбежны. И вот вы знаете, до сих пор это все продолжается. Поэтому Красная Армия готовилась и в годы Великой Отечественной войны дала отпор еще более сильнейшему противнику, германскому фашизму и японскому милитаризму. Значит, традиции Красной Армии, Советской Армии, они продолжаются и до сих пор. Несмотря на то, что мы живем в буржуазном государстве, что сейчас российская армия, но она воюет на фронтах специальной военной операции под красными знаменами, особенно в первые годы, вы помните, да? Потом, видимо, на них там нажали. В основном они триколоры сейчас везде выставляют. А первое время шли с красными знаменами победы. Убеждение Ленина мы должны помнить: империализм – это война. Поэтому я хочу пожелать всем собравшимся сегодня здоровья, успехов и, как говорится, продолжать наши славные традиции, революционные, боевые и трудовые. Ура, товарищи! Ура! Спасибо, Иннокентий Иванович. Сегодня коммунисты Якутии от всего сердца поздравляют ветеранов и тех, кто несет боевую вахту в строевых частях, на дальних горизонтах, в холодной Арктике и в знойной Сирии, в бескрайних степях и глубоких океанах, у недремлющих радаров и на пограничных заставах, а также тех, кто с честью отстаивает наши позиции в специальной военной операции. В этот праздничный день желаем нашим защитникам непобедимого духа наших предков, крепкого здоровья, успехов на службе, а самое главное – мира. Того самого мира, который вы сберегаете своей нелегкой службой и священной памятью о подвигах отцов и дедов. С праздником! С Днем Советской Армии и Военно-Морского флота! С Днем Защитника Отечества!